Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз Саратов облысы Алғайдамыз. Тіліміз сақталған жерде Қожановтар отбасына қонаққа келдік. Олар қалай танысқандырын, тілді қалай сақтап, жаңа ұрпаққа жеткізгендерін айтып береді. Достар, огромная просьба подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий. Это очень сильно помогает продвижению нашего контента. Всем көп рахмет. Сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңдер, құрметті қонақтар. Қош келдіңіз, кіріңіз. Салям, достар. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Расскажите, пожалуйста, вкратце биографию свою, да, откуда вы родом, ваш ру, как вы познакомились. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Өз басым осы Алғайдан бастап туып өскенмін. Фамилиям Коржанов, есімім Байсейіт Жаксенбайұлы. 6 июнь 1962 жылы туған. Содан бері осы ауылда тұрамыз. Уақыттар болды, ауылдан кеткеніміз, бірақ та ол студенттік кезіміз. Қазір осы жерде жолдасымызбен 40 жыл болып бірге тұрамыз. 3 баламыз бар, қазір 3 немере, 4 жиен, семьямыз қазір үлкен, бәріміз жиналғанда 14 кісі болып жүрген, 15 кісі болып жиналамыз. Бір дастархан басында. Енді осы ауылда жұмыс істеп, осы ауылдан жолдасым пенсияға шықтым. Мен өзім вынужденный пенсияға шығып, денсаулыққа байланысты осы өмір сүреміз. Қытай шаруақта өзіміздің хозяйствомыз бар. Қытай сосын огород, баяғы қарап отырғанша жыбырлайық, балаларға немерге көмек болсын деп, сол жұмыстармен жайлап жүре өтеміз. Да, вы тоже расскажите вкратце. Где родилась, что ли? Где вы родились, где учились, как познакомиться, РУ ваш? Про Мангостау можете рассказать? Мангостау. Вообще родилась я в Ингере. Мы жили так, 59-го года в Форт-Шевченке. В Форт-Шевченке вот брат родился, 3 брата родились, 2 девчонки, но они скончались. Потом мен айтсам болғанда, в общем, как там мама переехала, мында Индерге, Атырауской области, Индерге келгенде, мен уже айтсам, вот она мында көшіп келгенде, уже я тут родилась 17 августа. 17 августа дүниеге келдім. А так, до этого прям где-то 10 августқа дейін ба Форт-Шевченкеде жили. А мында папаның ең кіші інісі, Ақкөм дейміз, марқұм. Сол кісі и мама мында тұрып, біздің папаның мамасы Индерде. Чтоб олар бір жерде тұру үшін шақырып алып, мен аяқ ауыр, мамамның аяқ ауыр болғанына қараған жоқ, шақырып алып, и мында Индерде сосын туып өстік. Осында менен кейін еще сіңлерім бар, інілерім бар. Ру Адай, да? Руымыз Адай. Жаңа жолдасым айтты ғой, бәрі ол мен өмірбаянда ол күшті өлетін болып тұр ма? Адай, кең шалбар Адайдың. Қосай Адай. Қосай Адай. Бізде кішкентай кезімізде бәрімізге кең шалбар деді. А так, үлкен кісілер бертін келе уже өзгерді ғой бәрі. Каждый өзінің несімен үйретеді. Сосын мамамыздың қолымызда бәріміз бірге тұрдық. Папаның мамасы, нағашылар менің тоже Қазақстанда олар. Өзім папамдарым Атырауской обласында Богатинский районда тұр. Сосын бертін келе, олар Форт-Шевченкеде, потом Форт-Шевченкеде біздер мында көшіп келді. Ең папаның үлкен ағасы Шевченкеде қалды. Вот прям недавно ол кісі қайтты. 95-те. А так біздің папамдар уже көп болды, 23 жыл болды не озғанына. Осы Индерде туып, өсіп, содан әйтеуір мен
Целиноградский, ол кезде Целиноградский финанс-экономический техникумда оқып, сонан оқу бітіріп, соңынан Новобогатинский, Акстауский районда отработкада болды. Бірінші Балхаш районында болды, сосын Новобогатинский районында отработкада болды. Сосын осы кісімен танысып. Давно были Где? на родине? На родине. Вот прям биыл үш рет барып келдік. Ең кіші інім Нұрлыбек деген, соның ең үлкен қызы тұрмысқа шығып, бірінші сырға салуына бардық, екінші құда тойына бардық, үшінші мына нағашымның нағашыларының менімен құрдас баласы бар, өтеген деген, соның баласының тойына Атыраудың өзіне бардық тоже. Ну а так, конечно, күн сайын бара алмаймыз, өте қиын. Қазір вот теңге, рубли все разные, и такие. А так в этом году хорошо, прям қайта-қайта бардық. Со тойлардың бәрінде болып, ағайын тумалардың бәріне барып келіп. А так 4 жылда, 5 жылда өйткені жыл сайын баратын, во-первых, қазір финанс жағыне, теңге, ақшалары әртүрлі. И этот папа мамамдар уже болмағасын, енді ағаларым бар, інілерім бар ауылда, но бір сіңлім тек қана мына Астраханда, 2 қыз Россия тұрамыз. А так аға інілерім сол Индерде тұрады бәрі, қалғандардың бәрі сол Индерде тұрады. Сосын сол 80 жыл тұрмысқа шығып, сол 80 жылдан бері осында тұрамын Алғайда. Но, конечно, өзінің еліңді, ауылыңды сағынасың. Барың келеді, бәрін, енді қазір видео нелер бар ғой, сол WhatsApp, солармен сөйлесіп, постоянно телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Шүкір етіп, бәрі аман, сау. Тут, по сути, рядом, да? Сколько здесь километров получается? Да? Если таможенная граница болмаса, через Чапаев, через Кастал, Чапаев, да, Индер прям жақын жерде. Через 500. Через конзавод, да, ехать надо? Привезенский, там надо проезжать дорогу? Нет, не через конзавод, через Касталка, да? Через Кастал. Через Касталка, Чапаев. Здесь, да, вот здесь поворот. Да, Индер потом. Здесь у нас раньше она была дорога. Всегда ездили. Вот отец с шофером, когда был, границы не было. Касталовка, 45 километров там, потом еще 180 километров Чапаев и дальше на Атырау. Там считается прямая дорога. Да. А вот граница где находится еще? Граница вот от нас вот сейчас 20 километров от нас. Касталовский район. По выходным же можно ездить, да, местным? Да, по выходным. Гостевой. Гостевой, но в Издаргара мы тоже. Через Касталк мы уже Индер не можем, потому что где-нибудь поймать болда штрафует. Только приграничный район. Да. А вот я в конзавод ездил. Это чуть-чуть в другую сторону. В конзавод я ездил, там надо пропуск. Да. Мне говорит, Да. езди в Я Саратов, там Аллу. проработал 5 лет главой администрации в этом заводе. Вот, меня остановили, я ехал там с людьми, у них у всех пропуска, кто там прописан, да, а я просто паспорт, никто ничего не сказал. Меня остановили эти пограничники, они говорят, документы, я вообще, кто вы такие, не ДПС, никто. Они мне документы собрали, вы, говорит, можете езжать, а он, говорит, с нами сейчас посидит, говорит, и поедет в Саратов домой. Я говорю, как это домой? Сюда сколько проехал, да, километров. Ну да, он а потом договорились там. Да. Он когда главой работал, у него всегда это был, да? Но у нас спецпропуск. Пропуск все равно делали. Ну там на Лунный, в Саратове на Лунный, что Лунный 2, там можно делать там пропуск. Вот раз границу затронули, буквально в прошлом году, сейчас вот от Салгая и вплоть до казахстанской границы, прям до шлагбаума, прекрасную дорогу сделали. Это была перспектива, что откроется здесь пост и прямой путь. Вот мы все, вот наш вот местный Алгайский, вот Касталовский, мы все прям ждем, не дождемся, когда этот пункт откроет. Здесь много родственных связей с границей, и общаемся мы хорошо. И поэтому что-то наше население, прям вот каждый год мы этот вопрос поднимаем, и глава администрации у нас старается этот вопрос продвинуть. Выходит на спикера Госдумы Володин, да, постоянно, чтобы помог все. Вот благодаря Володину у нас и дорогу построили. Надеемся, что эта дорога продлится, и там у нас граница откроется, тогда будет намного легче нашему населению, казахскому и касталскому общаться. Вот этот вот вопрос такой, я просто как заметочку делаю. Это вот пожелание наших местных жителей. Не только наших, алгайских, но и касталских. А так было, мен былай ауылға баратын болсам 16 сағат жүрдім.
А тут вот Да, 500 километров. У меня братишка живут в Петропавловка, Новоузенский район. У них прям вот Малоузень. Да. Вышли Малоузень перешли через мост. Все, Казахстан уже. Вот тут. Здесь тоже есть. Да. Особенно. Ну, жаңа айтқан әңгімемізді жалғастыру үшін қосайын дегенім, мына өзімнің семьям жайлы айттым ғой. Мен осы өмір бойы, осы өмір сүргенше, қалған өмір бойымша, мына өзімнің әжеме, ата-анама, өзім мына қасымда үлкен кісілер, көршілерге бәріне риза болатыным, мен осы мына қазақ тілінен құттай үйретіп, қазақ мына дәстүріне, қазақтың салттарын бәрін бала кезімізден бізге үйреткен, соған ризамын көп. Соның бәрін үйренгесін үлкен үйрен. Мен өзім қазір өзі басым, мына өзім балаларым мен немерелеріме соны жалғастырғанын жақсы көремін. Сондықтан кездескен кезде бөлейді айтып үйретем. Енді ақылы бара деген өзі бара өзі оны соны түсіну керек. Мен солай ойлаймын. Соны өзі деген, мына бәрімізде мына үлкен кісілер, мен тек алға емес, бәрі жерде айтайын. Енді бағанда бері айтып отырмыз ғой, мына қалаға жақындау жерде Қытай қазақ тілін білмейді, өзінің несін білмейді, семьясын, историясын білмейді деп, да. Вот мен өзім желанием сондай, бәрімізде осы қазақ болып, үй ішімізде, керек емес, көшеге шықпай-ақ қой, үйдің ішінде бала-шаға, немерен жайлап, қазақша сөйлеп, жайлап үйретсе, болашақта ол балалар деген есінде қалады, біледі. Мен сол тілегім сол. Біз айтамыз ғой, қазір мына облыста қазақ несін, историясын жастар көтеріп, қазақ тілін оқытып, домбыраға үйретіп, ауыл жерге барып концерт қойып, жастар соған үйретіп жатыр деп. Соған тырмысу керек. Сонда мына біздің облыс деп айтайын, облыстағы қазақтарымыз өзінің руын біліп, семьясының историясын біліп, қазақтың мына салттары мен бәрін білсе, артық керек емес. Сен қазір ойбай, сен біл, сен үйрен деп өздер емес. Соны хотя бы соны білсе, соны өзі жақсы болар еді. Сонда біздер деген мына Поволжьедегі қазақтарымыз, біздер деген барған жерде, Поволжьеден келген қазақтар, Сараптан келген қазақтар өздерінің руын біледі, несін біледі, дәстүрдің қалай өтетінін біледі, бәрінде салттарын біледі дегенде, соның өзі бір шамасына тұрады. Мен соны ойлайтын сол, тілейтін сол. Бағанда бері айтып отырмын ғой, мен барған жерге де кіші болсын, үлкен болсын, мен бөлейді соны айтып отырамын. Көп керек емес, сен таза қазақша білмей қиын болса нетпей қой, бірақ та бастамасын, самый главный, өзінің несін, семьяның несін білген керексің. Вот соған мен тілекпін. Бұрын білмейтін еді, да, вот қазір қайтқан жерден келді. Қазір вот Серікбай имам болғалы, вот арақ ішпейді қойған жерлерде де қазақтардан көбіне қазақша істейді бәрін, көбіне. Бұрын как-то нетеді ғой, а қазір вот Серікбайдың арқасында прям біршама дәстүрдің біршама үйренді қазақтар. Бәрі молодцы. Ол деген байланысты ғой, оны ұйымдастыратын, оны құттай направление жол салып жүретін бір кісі керек. Ол құрттай тек дұрыс жолына салып жүрсе, ол сосын жолымен кетеді. Ал оны ешкім үндемей отырса, оны білмейтін кісі ол білмей кетеді солай. Сондықтан енді айтып отырмын ғой, сол мына маған айтып отырсыз ғой, Сердеғали ағай да болдыңыз деп. Вот сол кісілер деген отырған жерде ол үндемейді, бойлай тұрады. Ол қазақтың заң бойынша, салт бойынша былай болу керек деп. Біреулер жаратады, бірақ та соңынан уже ана кісінің естіген сөзінен соны істегісі келеді. Сол жолымен солай кетеді. Мына сұрап отырсыз ғой, біздер мына 40 жыл болды жолдасыңызбен тұрған. Енді студенттік кезде, жас кезде самы айтады ғой, қызық уақыт деп. Мен өзі басым Оралда қостым, Атырау жақтың жігіттері бірге болды, сол бәрі. Сол бір дос жігітім, Атыраудың жігіті бір каникулде барып келіп, кездескесіме айтады. Нұрбол. Бәке,
Нұрбол деген, Магазов Нұрбол деген Атыраудың жігіті маған келіп айтады, бәке, Новый год біздің ауылға барасың. Мен жоқ, мен бара алмаймын, мен досым бар, той ойын деп жатыр сол. Жоқ, мен сені бір қызбен тапсырып, саған сен твоя пара деп. Болмады. Сосын болмастан заранее билет алып, самолетпен ұшып барып бірінші рет сонда. Сол барғаннан танысып, сол танысқаннан уже Алла olsa келесі жыл 45 жыл болады танысқанымыз екеуміз. Барып танысып, ол семья құрып, 40 жыл болды, 41 жыл бірге тұрып жатырмыз сол. Мен айтамын ғой, сұраған кісілерге айтамын ғой, мен бүгін өмір бойы Алла olsa қанша Алла өмірін береді, соншама мен мына досыма риза боламын, жолдасымен таныстырып неткен үшін. Бұрынғыдай қазір мына шекара болмаса, алысып тұратын жағдай бар, бірақ та мына шекарамен Қытай қиындау. Сонда да нетпейміз. Бізде мына қасымызда мына досым бар, мен туған күнде бір жақсылық болғанда шауып барамыз, бәрін тастаймыз да, таласып тұрамыз. Қазір рақат қой, телефон бар, WhatsApp бар, көріп отырасың бір-бірін. Конечно, сказать, что есть большой жизненный опыт еще рано, возраст еще молодой, только 60 перевалили, но есть, конечно, что рассказать, есть что вспомнить. Просто сейчас, пользуясь случаем, чтобы быть короче, я просто сказал бы так. Живя здесь, на территории России, наши родители, дедушка с бабушкой какое-то время здесь жили. Мы, наверное, все равно отчасти уже считаем себя россиянами, но с возрастом начинаем понимать и стараемся это передать своим детям, внукам, то, что свой язык, своя история, все-таки это дело святое, и это надо знать. Чтобы начать вот короткий рассказ, я просто хотел бы начать с того, что я сам принадлежу, как мы говорим, мы казахи делимся на жузы, но как бы наш род, он не является таким ярким членом какого-то жуза, но мы относимся к младшему жузу. Вообще так не говорят. Вообще говорят, казахи не делятся на жузы, казахи состоят из жузов. Да. Так же природа. Вот мы относимся к младшему жузу. То есть вот именно к Букейскому ханству, вот наша история, насколько я знаю, все начинается все оттуда. Я сам вот принадлежу Новый Казак, Қояс, Жалау Қоясым руымыз. Мына жолдасым, бұл кісі Қосай Адай, бұл өскен жері, туған жері Маңғышлақ. Адай, да? Да. Мне Қосай Адай. Мама Адай тоже, таджике. Туған жері Маңғышлақ, өскен жері Атырау. Енді бұл уже 41 год, как вот живет здесь, в Алгае. То есть это ее уже как бы вторая родина. Хотел про казахский язык, да? Казахский язык здесь сохранился, в Алгае. Вот единственный, мне кажется, район, где здесь прям сохранился сильно казахский язык, традиции, прям, ну, я как вижу, да, по крайней мере, поскольку я уже не ездил по другим районам, вот, мне кажется, здесь больше сохранился. Не знаю почему, даже, причем в Казахстане тоже об этом говорят. Я с тобой согласен полностью, Эркин, потому что даже вот как мы только познакомились, да, мы практически начал говорить именно на казахском, считая, что раз вы приехали вот по такому вопросу, как бы посчитал должен, что надо так. Но в связи с тем, что аудитория у нас разная, да, что в основном смотрят наши земляки, будут смотреть, поэтому молодежь, поэтому чтобы всем было доступно, конечно, я постараюсь говорить на русском, но и по-казахски не забывать. Да, а то, что ты говоришь, что вот именно в Алгайском районе, я с этим полностью согласен. Я много езжу, много родственников, практически вот Саратовскую область, вот Волгоградскую область, вот в Астрахань езжу к сватьям. Понимаешь, везде отмечают то, что именно, что хорошо говорим по-казахски. Это, наверное, во-первых,
от того, что вот наше поколение, мы выросли, у нас были дедушки, бабушки, родители, которые в основном, особенно старшее поколение, разговаривали на казахском языке. Поэтому мы как-то стремились с ними общаться, и как бы поэтому, может быть, мы это знаем. И еще немаловажный факт, то, что мы практически живем на границе Казахстана, вот буквально 20 километров у нас граница, да, и у нас много очень родственных связей, знакомых, друзей в Казахстане. И вот это, наверное, еще подталкивает, поэтому мы вот здесь у нас в районе вот казахский язык в нашем сообществе как бы является первым. Конечно, нельзя говорить, что, допустим, практически все говорят. К сожалению, сейчас вот молодежь немножко в основном уезжает в город, да, большой город, и поэтому как бы язык старается, ну, поменьше разговаривать, хоть понимать понимают, но уже говорят очень мало. Допустим, в нашей семье, когда внуки приезжают, там дети приезжают, мы всегда с супругой стараемся говорить только на казахском языке. Вот я сейчас до этого... Поэтому сейчас, допустим, я хочу сказать, что вот, чтобы обобщить эту тему, вот у нас единственная сноха, она русская. Не наша, не местная. Наши местные все равно кто-то кое-что понимает, да, пускай не разговаривает, но такое просторечие, общение, разговор, речь понимает. Бытовой язык. А вот наша сноха приехала, она вообще представления не имела. И поэтому, когда она приехала, сын ее познакомил, первым делом я пригласил их обоих и снохи объяснил снохе, кто мы, что мы казахи, что мы мусульмане. У нас есть свои обычаи, у нас есть свои традиции. Поэтому, если ты будешь жить с нами, в нашей семье, то ну, надо стараться их соблюдать, надо стараться, чтобы это все делать, да, нисколько не ущемляет твоих интересов, твоих праздников, там все такое. И поэтому вот 16 лет, как она здесь с нами живет, и мы совершенно в равных условиях, хотя она не говорит, практически 80-90% она понимает все. Она знает практически все наши обычаи, все наши мусульманские праздники она встречает. Все, кто приходит в гости, всех встречает, как положено. Когда приходит особенно взрослый человек, она поздоровается и первым делом бежит ставить чайник. Потому что изначально мы сразу ей сказали, что какой бы человек ни пришел, ты должна его угостить. Остальное все потом. Разговоры потом. По нашим обычаям это должно быть гостеприимство. Поэтому сейчас, допустим, мы нисколько не говоря, не подсказывая, мы знаем, что все, там сноха все сделает. Я немножко отвлекся, да? Говоря про язык, к сожалению, конечно, вот сейчас вот понимаешь, вот даже свои внуки, особенно кто вот родился в городе, кто там учится, кто входил в садик, уже немного тяжеловато. Но я считаю так, если они каждый каникул они приезжают сюда, летом практически все 3 месяца здесь, и здесь мы уже стараемся все время говорить на казахском, стараемся им рассказать, преподнести, что ты казашка, ты мусульманка, ты должна свой язык знать. Даже если тяжело говорить, ты должна понимать. Я понимаю, что им там тяжело, но если в семье это будет приветствоваться, я знаю 100%, что дальше поколение это будет знать, понимать. Главное, чтобы человек с детства понял, что к какому обществу он относится, кто родители, кто, допустим, предки, да, и тогда человек уже будет стремиться это знать. Я прекрасно сознаю, что, находясь в городе, им тяжело, потому что нет среды общения. Да. Все время, но при желании это можно знать. Вот даже, например, ваше сообщество, да, я вот иногда, вот, когда есть время, стараюсь открыть, смотреть, почитать там, допустим, в Одноклассниках, где-то еще, да, когда попадаются истории, книги, история Казахстана, я всегда стараюсь взять, прочитать, чтобы знать это. Это просто нужно желание человека. Я не скажу, что я с детства этому стремился. Это тоже ко мне пришло попозже. Это вот, когда появились дети, внуки, уже, надо знать, чтобы их научить.
Вот с этого все пошло. Я еще, знаете, перебил, извините. Когда мы с вами разговаривали еще, да, вы говорили про семью. Вот Алгай, вы говорите, это большая семья, да? Вы между собой разговариваете. И здесь тоже, да, вот как вы говорили до этого, что сначала в семье нужно разговаривать, да, а потом, соответственно, за край семьи там Все в верно. другом языке. Все то же самое. Здесь Алгай, у вас одна семья большая, да? Вы внутри разговариваете на казахском языке. А если вы уезжаете за границу семьи, да, соответственно, Саратов, там куда-то в Энгельс, соответственно, там забывается. Вот так же у меня тоже было, как я вам говорил, да, то есть бабушка там в семье разговаривал в детстве, да, а потом, когда уже вырос, уехал в город, соответственно, мне все стерлось. Я когда приезжаю в Казахстан, то же самое, да, я там иногда вспоминаю слова, выражения, там, строю предложения. Вот. И так же у вас тут здесь большая семья, вот, и в большой семье, поэтому... Ну, А если... почему ты говоришь, Наташа не знает? Она все знает казахша. Нет. Она даже когда дети падают, псмля, это пошуктает. Он, может, при мне стесняется, да. Дэвид даже смеется, там, ух, говорит, Наташа больше меня псмля говорит. Ну, как говорится, жить в волчьей стае, да. Я просто хотел сказать про наше население, просто население. Мы, вот, Жазира, вот, бывала с нами, даже проводила мероприятия, мы вместе были, она даже удивлялась, как у вас все песни все поют казахские, все самые. Просто мы когда собираемся, общаемся, мы говорим абсолютно на казахском языке. Вот поэтому дети это учат. Дети это видят и это учат. Потому что если это не говорить, если это не показывать, откуда он научится? Практически мало людей, кто это сам. Поэтому даже я вот нисколько не стесняюсь, могу сказать, что да, бывает, вот, допустим, за одним Дастарханом бывает что-то там сноха молодая там, или зять молодой, да, что-то делает там, или сын неправильно. Мы не стесняемся, мы можем подойти спокойно, потихонечку объяснить. Дочка, сынок, надо вот так, положено вот так. Понимаешь? Некоторые это воспринимают на ура, некоторые, конечно, обижаются, мол, учат там чужой человек, что-то такое. Но, когда мы расходимся, многие подходят и говорят, ой, Мастаха, Фарзапа, Рахмет, что подсказали. Откуда мы знаем? Было очень хорошо, очень, понимаешь, это приятно. Я уже знаю, например, да, что в следующий раз эти молодые люди сделают так, как положено. И уже ты знаешь, что уже спокойно. Почему, когда вот наши дети были маленькие, сейчас внуки, многие приходят и говорят, а что дети там не садятся? Говорю, нет. У нас заведено так, допустим, у нас с детства было заведено, когда взрослые за столом, дети как бы не участвуют. И у нас это все передается поколение в поколение, поэтому у нас ничего такого нет. Ну, да, мы сейчас встали, да, из-за стакана, все, дети пошли, сели спокойно, покушали, я даже... без взрослых. Да. Просто другое общение. Да. Вспомнил сейчас, да? Я с Бахшамал, с вашей дочерью был до этого знакомств, когда, в Жире, да, в ансамбль ходили вместе. Вот, я по ней заметил, что у нее вот это воспитание есть казахское, гостеприимство, там, да, уважение к гостям, там, она все время, там, когда все вместе собирались, она там чай, май, там, да, готовила. Да. То есть я вот это сразу увидел, что я сейчас спросил с Алгая, она говорит, да? Нет, они хорошо знают свои обычаи. Алгайские вот девушки, именно они прям гостеприимные. Это заметно. Вот у меня тоже сноха не алгайская, но она сейчас гостеприимная. Да. Да, перед сном даже мои внуки все ляй лоху, все, то, что положено, все говорит. Ляй лоху айтады и самое. Вот, все говорят, бралла өзін сақтап, дұшпанның көзін сақтап, бәріміз аман болайық. Прям это амин, самый хороший. Слава. Просто знаешь как, если не мы, кто их научит? Да? В школе не все на русский. Я нисколько не ущемляю там русский язык. Я просто говорю, как казах. Все общение, все на русском. Мы сами, когда из дома выходим, у нас все переходит на русский. Потому что надо. И на работе, на учебе, и везде надо, да? А дома надо стараться уже говорить на своем языке. Ну, есть, конечно, попадается, когда не воспринимают, ой, вы как старики, вот это все начинаете. Даже вот свои сверстники. Когда бывает, начинаешь говорить, қойшы, қарт сияқты қайда жоқ нете бересің, мен стой. Вот мен, сенен басқа балаларымызды, немеремізді кім үйретеді? Кому они нужны, кроме нас? Да? Поэтому мы должны показать, научить, рассказать. Вот тогда этот ребенок будет понимать, ага,
у меня дедушка, бабушка, там родители на казахском разговаривают. А почему я не буду разговаривать? Я же казашка, понимаешь? Вот с этого все начинается. А то, что, допустим, был у нас момент, вот вы сегодня были у нашего старожила в гостях, да, это человек, который раньше работал учителем. Очень богатый язык, очень много знает истории. Я лично, когда с ним встречаюсь там в гостях, я с удовольствием, я рот открываю и сижу его слушаю. Вот сейчас просто проблемы со слухом, а так я всегда слушаю его, потому что он говорит то, что нужно знать. То, что нужно. Жизнь прожил. Да, как бы каждый казах, себя уважающий, как бы должен хотя бы часть этого знать. Именно свой род, историю рода, да, историю там казахского народа. Даже вот истории своих дедов, прадедов, кто чем работал. Угу. Вот сейчас вот многие спроси, да, они не знают. Вот дед там кем работал, прадед кем работал. У нас, слава богу, вот мои родители прожили больше 80 лет, всю жизнь проработали. Отец всю жизнь проработал водителем. Он объездил вот этот весь западный Казахстан полностью. Я с первого класса, начиная, после первого класса, все лето, все время ездил с ним. Поэтому вот я, когда учился в Уральске, вот с ребятами знакомимся, они говорят, я вот с Фурманского района, с такого села. Я говорю, а вот там вот дорога такая была. Я говорю, если он жил в это, мне было 10 лет, я вот эту Уральскую область полностью всю, все степные, все дороги, все села объехал. Поэтому они говорят, как. Даже вот в сторону Урала. Поэтому, да, самый Тайпакский район, отсюда почти 400 километров. Я даже туда с отцом ездил, он не туда ездил в рейс, а я туда вместе с ним ездил. И вот я иногда вот езжу, она вот сейчас вот с Индеры, да, по дороге еду, смотрю, там переименовали все, я говорю, так, вот это раньше называлось Котельниково, вот это называлось Калмыково, вот это называлось вот это называлось вот это. Я почему до сих пор помню, детская память все-таки лучше, да, и поэтому, когда начинаешь с людьми знакомиться, и начинаешь им про их же места, территории рассказывать, они удивляются, ты как с России приехал, что знаешь, я говорю, ты знаешь, я с детства этим интересовался, поэтому это приятно. И я вот сейчас, лично я стараюсь своим детям, внукам вот это передать. Вот передать. Вот буквально вот перед Новым годом внучка звонит, пятиклассница, и говорит, вот нам дали задание написать рассказ, сочинение про свою фамилию. Ну, это мое родное. Я это с удовольствием. Я прям тут же сел и начал печатать, все написал. Отправляю. Проходит 3-4 дня, пишет. Спасибо, я 5 получил. А ты знаешь, как было интересно, все молча сидели, слушали вот так. Я говорю, дочка, это ты должна знать. Это не только для того, чтобы ты получил 5, а для того, чтобы ты знал в первую очередь. Понимаешь? И мне приятно, и ей интересно. И вот даже вот дочь старшая, и вот ей сейчас вот с 86-го года рождения, когда здесь училась в школе, вот я начинаю ей рассказывать. Вот такой родственник, это вот дед, это прадед, что-то такое. Она, пап, что ты прям это какой-то. Сейчас ей вот уже под 40 лет, она приезжает и говорит, пап, а вот человек как нам родственник? А вот мы с ней как родственник? Я говорю, дочь, я тебе, знаешь, когда учил, пап, тогда мы молодые были. У нее сейчас уже с возрастом, дети подрастают, появился интерес. И она, я знаю прекрасно, что она, если я ей расскажу, она будет знать, она это все расскажет детям. Дальше будут внуки, внучка будут знать истории семьи своей мамы. Понимаешь? И это уже приятно. И к этому надо стремиться. Просто... А как, по-вашему, создать вот алгайскую семью во всех районах Саратовской области? Нет, я скажу так. Конечно, алгайская семья, она как-то все-таки отличается, наверное, все мы люди, да, разного характера, разного склада ума, да, допустим, да, разный быт. Но надо стремиться к тому, чтобы, допустим, мы вот эта вот семья, казахская семья, я буду говорить так обобщенно, да, чтобы существовало, наверное, в первую очередь нужно побольше общения. Побольше общения.
И для кого не секрет, вот последние, наверное, годы все-таки общение немного уменьшилось. Наверное, все-таки связано с финансовой, может быть, это с такой ситуацией, жизненной ситуацией, да. Многие мужчины, в основном, все работают, куда-то уезжают работать, да, далеко. Практически полгода, они там даже меньше, там полгода не живут в семьях, да. Да, мне кажется, нет. Да, да. Если бы, конечно, было на местах постоянно работа, я думаю, это, что все были на местах. Знаете, как это потеря традиций. Традиции мы забыли. Да. Потому что я вот также еду к родственникам, допустим, да, нужно сначала записаться к ним, да, позвонить, узнать, будут ли они дома в такое-то время, смогут ли они принять, если там кто-то, чтобы все не против были родственники, да, соответственно, я могу приехать. Раньше как было? Раньше, вот я, допустим, в Казахстане также, да, езжу там, дос у меня есть, Асалбек, да, я ему звоню, он мне говорит, в любое время, дверь всегда для тебя открыта. Даже если меня дома не будет, там, жена, там, дети, они все знают тебя, да, в любое время приезжай, посидишь, потому что я приеду. Но я не еду, потому что он, мужчина должен быть дома. Все правильно. Вот, а также родственнику, да, вот я своим родственникам в Саратове звоню, я хотел тебе приехать, а зачем ты приедешь? А почему там, да, мне сейчас дома нету, я там уехал. Начинаются какие-то придумывания причин. Все правильно. А по традициям казахским ты в любое время можешь позвонить и приехать. Независимо там как, что. Нам позвонить в любое время, вот. Мы скажем, всегда дверь открыта. Да, вот я про это говорю, то что это независимо. А вот, знаешь, я еще хочу добавить просто вот это общение. Может быть, просто повезло, да, то, что у нас вот бабушка, вот, которая говорил, да, она прожила до 97 лет, она всегда как бы была в курсе событий, ну как так будем скажем, да, в курсе событий, но любила общение. Общение. Вот иногда даже мы, когда детьми были, вот смотришь, начинает наряжаться, там что-то, одевать платок, там что-то такое. Там бабушка начинает спрашивать, ты куда? Она вот стоит, сіздердің достарың бар, менің достарым жоқ, что ли? Менің подружкаларым бар, мен барып подружкаларым барып келем, ана барып келем деп. То есть вот это все было. Вот сейчас ты правильно говоришь. Здесь, в Алгае, вот именно, наверное, вот это, почему это сохранилось, одна из причин, то, что я могу сейчас прийти к любому родственнику, соседу, зайти просто так, зайти, поздороваться, как дела, как здоровье, и меня всегда скажут, все, садись, чай приготовим, все. Вот это наше казахское гостеприимство. Вот это, к сожалению, молодежь немножко утрирует или же старается забыть, вот что такое. Вот поэтому в Алгае это все-таки в большей степени сохранилось. Может быть, поэтому вот этот, кто вот здесь у нас живет, мы стараемся жить одной семьей. То есть мы всегда стараемся друг другу по возможности помочь, там, или подсказать, там, что-то такое. Может, поэтому еще вот в районе вот это нашем вот это все сохранилось. У меня много родственников живут в Узенском районе, в Питерском районе, в Краснокутском районе, в Советском районе, в Марском районе есть сватья, да. Я нисколько не хочу их обижать, там что-то такое. Да, они казахи, там все. Но, чтобы преподнести вот это наше именно казахское гостеприимство, наше вот это угощение, там, допустим, национальное, да, даже будем говорить самое простое, просто пообщаться, да, вот этого у них чуть-чуть не хватает. У них как-то, я им говорю, всем говорю, вы вот взрослые люди, вот за 60, за 70 лет, вы почему стараетесь сами не говорить по-казахски? Я начинаю знакомиться, они все, Александр, Сашка, Ванька, еще кто-то. Какой ты Сашка, Ванька? У тебя же есть имя, мусульманское имя, казахское имя, которое Мулла Азан қойып берген атын бар. Сен біріншіден, ең бірінші өзің Азан қойып атын қайт. Сосын ар жағын айта берсең, Сашка болсын ба, Ванька болсын ба. Понимаешь? Вот это все все-таки влияет. И поэтому дети с малых лет, видя, что взрослые разговаривают по-русски, друг друга называют по-русски, да, они как бы к этому привыкают. И тут, я же говорю тебе сейчас, вот, когда вот осенью был в санатории, женщина одна была, казашка, ну лет 40-45. Но, видать, по состоянию здоровья, но видно, что по состоянию здоровья все. Но я смотрю все время одна. Я как-то ее спросил, говорю, подошел, говорю, қызым, казахсың ба? Да, казашка. Есімің кім?
на меня смотрит, не поняла. Я говорю, как зовут? И он мне сказал, в общем, по-русски. Я говорю, нет, настоящее имя твое какое? А зачем? Я говорю, ну как зачем? Ты же казашка, ты сказала казашка, да. У тебя же должно быть настоящее имя. Она говорит, у меня есть. Я говорю, ну скажи тогда. Она говорит, Айслу. Я говорю, ну прекрасное имя, что ты, почему ты стесняешься говорить? Ой, я так привыкла. Потом говорю, Арунгам. Вот ее ответ меня убил. Вот честно скажу, ее ответ меня убил. Она говорит, а это мне нужно? Вот нисколько не утрируюсь, хочу сказать, да, у меня сразу же получилась вот такая вот стена. Человек, который не то, что может и знает, да, отказывается говорить свой казашка, да, я на нее так посмотрел, у меня... Я вообще человек такой общительный, я люблю общаться, люблю знакомиться много, у меня много друзей, знакомых, но это было для меня, конечно, нечто. И молодой, допустим, женщине получилось такое отношение, что вот, человек, который не хочет себя признавать, даже не хочет называть свой какая она казашка? Я понимаю, она родилась в городе, там, выросла в городе. Я у нее спрашиваю, родители есть? Есть. Какого года? Она называет. Я говорю, ну, достаточно взрослый, уже 70 лет. Они должны сказать. Вот лично я считаю, что это ошибка родителей. Они должны были сказать, қызым-ау, сен барған жерде, сұраған жерде өзің дұрыстап атыңды айтып, өзің туып өскен жеріңді айтып, әке шешеңді айтып, руыңды айтуың керексің. Ру деген одно, еще жеті атаға дейін айтуың керексің, білуің керексің. Еще знаете, как вот ру знает, да, допустим, вот я черкеш, допустим, да, там, Адай, там, и так далее, да, а подрод не знают, подрод. Соответственно, не знают родословно, не то, что даже родословно, они знают, чем занимался его род, да, чем занимались его предки, как вы говорили ранее, да. Вот, и также я, допустим, узнал, да, свою родословную житията узнал, благодаря своему желанию, потому что мне никто не передал, потому что деда нету, отец мне ничего не передал, ну, соответственно, спросить не у кого. Тети, да, это моего отца, там, родные сестры, они вообще не знают. Они мне даже говорят, вот ты узнаешь, нам скажи, говорит, вот. Я младший, я должен знать. Я поехал в Уральск, узнал, да, родословно, я им потом скидывал, отправлял, они еще говорят, о, молодец, ты, говорит, нашел. Но у них не проявился интерес, да, там, прожили там до 70, до 60 лет прожили, да, и у них не проявился интерес. Молодец. Да, у меня проявился, я вот для себя узнал. И даже, ну, я им рассказал, конечно, да, кем были, но я вижу, что нет интереса у них. Хоть они интересовались тем, чтобы я им рассказал, но у них в любом случае дальше интереса нет никакого. То есть они своим уже детям не расскажут этого. То есть им тоже неинтересно. Я же говорю, у нас, допустим, мама чуть пораньше ушла из жизни, а папа, вот, ему было 83 года. До последнего, вот, когда сидят, спрашивают у него, тоже вот так вот кто-нибудь спрашивает, он всегда искал глазами меня. Баламны сұрамдашы. Он всю жизнь шоферил, он практически дома не жил, да? Он, допустим, все время в рейсе. И для него вот эта вот тема была как бы не то, что неинтересной, он просто не имел возможности подробно изучать, может быть. Ну, с другой стороны, конечно, и интереса, может быть, не было, да? И поэтому я никогда не стеснялся, допустим, говорить со взрослым, рассказывать взрослым, подсказывать взрослым. Почему я не могу подсказать, если я знаю, допустим. А когда тебе взрослый человек благодарит, допустим, да, что ты ему подсказал, там, направил, знаешь, как приятно. Это не то, что, допустим, вот я знаю, а то, что взрослый человек тебя, молодого человека, уважает, тебе прислушивается. Это очень приятно. Поэтому вот в своей семье мы стараемся к этому подвести. Мы со своими детьми всегда все семейные вопросы решали сообща. Маленький, большой, старший, девочка, мальчик. Мы садились, мы с ней разговариваем. Они на равных правах с нами сидят. Папа, а это почему так будет? Мам, а вот это почему так будет? Понимаешь? Ребенок должен как бы вместе с родителями участвовать или как бы принимать участие вот в своей семье, чтобы семья она была крепче, нужно общаться. К сожалению, вот это вот наше современное, вот это 21 век, вот компьютеризация, интернет, вот это все, да, она человека как бы откидывает от этого общества.
он человек как бы замыкается. Ну, что греха таить, даже вот сейчас вот дети, внуки приезжают, надо взять, если они сюда приехали в Алгай, то у нас такой негласный закон. Ага, утром встали, просмотрели, пропущено, там что-то есть, все, выключают, все, пошли во двор помогать, там все, что-то такое делать. После обеда пообедали, отдыхайте, ага, час-два посмотрели, все, 3 часа, мы заходим, они сразу телефон выключают, все. Вечерком, перед сном, 2-3 часа, пожалуйста, смотрите. Мы от этого мы сами иногда бывает, ага, сидим, да, но ребенок тем более. Пожалуйста, но не увлекаться. Телевизор смотрели, ага, все, так, заходишь, сколько времени? Ага, 14:00, так, 16:00, все, идем на огород, траву полоть. Никаких разговоров. 16:00 телевизор выключает, выходит вместе с нами или сами там пошли помогать убирать. Внуки, про детей я уже не говорю, они, это само собой. Понимаешь, вот это вот все дает возможность подрастающему поколению чувствовать себя в семье. И я уверен, что в будущем они в своих семьях точно так будут делать. Точно так будут делать. Потому что скажут, нет, Да. а та с мамой говорили, вот так надо делать. Папа с мамой сказали, вот так надо делать. Вот с этого создается вот это общество, с этого создается вот это слово семья в одно единое. И я думаю, что, наверное, придет то время, когда мы будем радоваться своим внукам, да, все-таки люди же привыкают ко всему. Привыкали к радио, да, привыкали к телевидению, привыкали к телевизору или там еще к чему-то. Привыкли же. Сейчас практически, посмотри, дети телевизор смотрят, они все в телефоне. Пользуясь случаем, я хотел все-таки поблагодарить за то, что вы приехали к нам, сочли, что мы можем что-то рассказать, да? Ну, конечно. И приятно, очень приятно, да? И пользуясь случаем, я бы хотел бы всех наших земляков своих, всех казах, всех мусульман поздравить, во-первых, с тем, что буквально завтра начинается у нас Великий пост Ураза. Потом будет, как мы, пускай неофициально, но мы всегда, все казахи это мы отмечаем, да, что наш как бы Новый год, приход весны, Курсайт. И там недалеко уже и Наурус приходит, да, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех своих земляков, родственников, всех друзей, если, допустим, услышать там в Казахстане всех своих сокурсников, всех с наступающими всех с этими праздниками, и чтобы все мы были живы-здоровы, чтобы было спокойствие, мир, чтобы все мы могли друг с другом спокойно общаться, несмотря на границы, чтобы наши дети, внуки все-таки знали, что свою историю, свои обычаи, свой язык, и чтобы мы, хоть мы считаемся уже россиянами, коренными россиянами, но все-таки про свою национальность не забывали и всегда были вместе, всегда чтобы соблюдали все наши традиции, наши обычаи, и чтобы наши семьи всегда, в наших семьях всегда, чтобы была дружба, чтобы дети наши уважали старших, ну, а мы, чтобы наши дети, внуки продолжали наше дело. Алдымызда келатқан мейрамдарымыз бәрімізге құтты болсын. Дендеріміз сау болсын, аспанымыз ашық болып, көргеніміз тек жақсылық болсын, қуаныш болсын. Алла тағала тек бәрімізге де, үлкенімізге де, кішімізге де бергені тек осы өмірдің бәр қызығын көріп, бар жақсылығын көріп, дендеріміз сау болып, тек осы өмірде өмір сүре берейік, бала шағамыздың қызығын көріп. Сізге де көп-көп рахмет. Осылай сыйлап келіп отқаныңызға. Алла тағала өнерлеріңіз өсе берсін. Ойлаған ойларың бәрі орындалсын. Баламен сізге көп-көп рахмет. Әлі жассың ғой. Мына істеп жатқан программаңыз сен үшін бес, өзің үшін бес, халық үшін. Сол үшін
саған көп рахмет. Ризамыз. Ну, тоже хотел вам сказать спасибо. Рад рад знакомству с вами, да? Я надеюсь, что это не последняя наша встреча, что мы еще пообщаемся с вами. Да нет, наверное. Потому что Келіңіздер, Да. қош келдіңіз. Есік ашық, рахмет. скоро жаңа үйге көшеміз. Алла қосса, да. Мен де тоже мына мейрамдардың алдында бәріне жастарға да кәрі бәріңізге де құт береке бақыт болсын, денсаулық болсын. Алла тағала осы жастардың осы өсіп келе жатырған жаңа немерелеріміз бәрін тек басқан іздерін жаңылдырмасын, берген бақыт еш уақыт арылдырмасын. Алла тағала басқа ешкімге табындырмасын. Тек қана тек осылай барлық үйде шаттық, береке, құт болсын. Тек қана сол, тек айтатын сол. Бақытты болыңдар, тоже жолдарыңыз әрдайымда ақ жол болсын. Нелеріңіз өсе берсін. Мұсылмандар тек қана өз нелерін ұмытпасын. Жаңа өзін саған подсказка беретін, өзім ұмытып қалдым. Өздерінің нелерін енді қалай айтайын. Салттарын ешкім де ұмытпасын. Арамызда тек қана осы бәрі тек сыйлап, үлкенді сыйлап, осы қошалып, тек бәрі бақытты өмір сүрсін. Ашық аспан, дұшпанымыз қашық болсын әрдайымда, тек қана ел тыныш болсын. Ойлаған мақсаттарыңызға жете беріңіз. Рахмет, достар, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Сау болыңыздар. Рахмет деп. Бірақ та мына жаңадан өткен мейрамымыз бар. Аналарымыздың, әжелеріміздің, қыздарымыздың мейрамы өтіп кетті. Сол мейрамдарымыз құтты болсын. Бәрі әйел адам айтатын. Сондықтан өзім атынан мына осы әйел адамдарға бәріңізге де аналарға арнап бір-екі сөз бір өлең айтып жіберейін деп едім. Қарсы болмасаңыз. Бұл өмір маған есігін ашқанда, мамалап мені бауырына басқанда, қамқорым болам, мейірімді ақта, ер жетіп ұлын қаусыдан асқанда, сағынамын анамды мен, жарық күнге жетелеген, ер жетсем де балам деген, құлынымын еркелеген, ақыл берген санамызға, айтып ана ақ тілегін, ешкім жетпес анамызға, ұл қызына бақ тілеген, сағынамын анамды мен, жарық күнге жетелеген, ер жетсем де балам деген, құлынымын еркелеген, ақыл берген санамызға, айтып ана ақ тілегін, ешкім жетпес анамызға, ұл қызына бақ тілеген. Аналар бәріңізде денсаулықтарын мықты болып, бала шағалардың қызығын көре беріңіз.